Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш очередной ролик. Хочется вещать о хорошем. И, пожалуй, начну с хорошего. Помните, в июне рассказывала вам о замечательной якутской пушистой собаке Барсе, девочке с щенками, которую хозяин выставил за ворота, потому что родила, не нужна стала. Растила и кормила она своих щенков под его машиной, за воротами. Бежать было некуда, на его территорию и в дом не просилась, скромная, умная, терпеливая, понимала, что не нужна. А когда раздали ее щенков, хозяин договорился отвезти ее в ППЖ. Пусть погибает. И вот с 4 августа я ее забрала, она находилась у меня в Москве. Сказать, что это шикарная собака, это ничего не сказать. Дружелюбная, всех принимающая, позитивная, игривая, веселая, мудрая. Сколько же в ней достоинств. И вот такую замечательную, на ее счастье, присмотрел Юрий из-под Питера. Ох, как он прав, что заметил ее. Отметил ее необыкновенный характер и красоту. Ну и недолго думая, мы собрались в дорогу. Ну вот они знакомятся, Громик с Барси. Они хвостиком виляют, она заигрывает уже с ним. А ты не писай на вольер, Громик, что такое? Что ты метишь? Что ты метишь? Вон девушка с тобой заигрывает, а ты тут писаешь и писаешь. Ну, смотри. О, нюхаетесь, молодцы. Вот хвостик виляет у Громика, все хорошо. Все, да? Ты будешь с ней гулять, Громик. Ну что ты плачешь? Что? Тихо, не плачь. Она зовет так его. Громик зовет. Барсик Громик зовет. Ай, молодцы. Вот они уже подружились, они уже играют. Вот как она вписалась в хозяйство, в команду. Вон они уже с Громик. Хвостиком машет. Барси кокетничает. О, как прыгают, играют. Вот ей понравился мальчик. Видимо, у нее друг такой был раньше. И вот мы уже у нового хозяина, Юрия, на его большой территории под Питером, где так много интересного, где большое хозяйство, много разной живности, с которой предстоит еще познакомиться в виде кур, гусей, рыбок с бассейном, где радостно встретил ее хозяйский песик Громушка. Теперь им будет веселее следить за хозяйством и еще выезжать на прогулки в леса и поля с хозяином. Я рада, что забрала тебя и не дала попасть в ППЖ, Барсушка. Рада, что ты быстро пристроилась. Это судьба твоя. Раз суждено было нам с тобой встретиться. Будь счастлива, дорогая, милая, пушистая, добрая, самая позитивная Барса. Мы с ней проходили здесь, то есть я ей показывал территорию участка. Она все это понюхала, запомнила. И теперь они будут тут гулять вместе. А еще хочу напомнить одну очень несчастную, жалкую собачку с демодекозом. Забирали ее 2 года назад из ППЖ. Вот кадры, какой она была. Больная, пугливая, без слез не взглянешь. Тогда все радовались ее спасению. И все. История о ней забыта. А она превратилась в красавицу. Конечно же, мы ее вылечили. Ей бы дом, тепло и ласку, чтобы отогреть ее сердце, раз уж спасли. Но этого у нее нет. Как и нет дела до нее никому. Зовут ее Дэми. Вдруг кому приглянется, вдруг кого заинтересует ее судьба. Звоните. Теперь небольшая и печальная история белой собаки из ППЖ. Имею только фото 2-годичной давности. Вот такой она была в ППЖ 2 года назад. Ее тогда забирал местный мужик, и прожила она у него 2 года на цепи в будке. Так бы и жила дальше. Но этот мужик вот недавно свел счеты с жизнью. Он повесился. А собака, зовут ее Белка, осталась одна-одинешенька на этой цепи и больше никого вокруг, к тому же беременная.
Недолго длилось, хоть и цепное, счастье этой белки. Опять она ничья и некуда, кроме как в ППЖ. Все, что постаралась я сделать, это срочно стерилизовать. И вот она стерилизованная. И снова ничейная, и ее некуда. Предложили в ППЖ. Или, может, кому на цепь эту добрую, неохранную собаку, и тоже никому не надо. Она ласковая, добрая, дружит с кошками. Может, кто позовет ее к себе. Есть возможность вывоза через день. Или оставлять там, в вечной мерзлоте. ППЖ, улица, цепь. Какие еще варианты есть у этой несчастной собаки? Друзья, и об этой собаке, о которой рассказывали недавно. Наконец-то она дождалась своего пассажира. И надо срочно собрать ей на перелет справку, паспорт, отправка, такси до передержки, итого 18 тысяч. И есть еще одно место, или оно пропадает, или кто готов взять белку. Тогда и ей надо на дорогу столько же. Или бросаем ее там, сколько проживет. Вот столько новостей, пока добралась до основной темы. Тема передержек. Помните, мы начали собирать на передержки. Вот мы собрали на 20 собак. И распределила я их по передержкам. Но это только 20 собак. 60 собак было оплачено от предыдущих роликов. Итого 80. Осталось оплатить 170 собак. Друзья, пожалуйста, помогите оплатить 170 собак. Это за ноябрь. Сюда входит и корм тоже. Я не справлюсь. Долги душат. Проблема катастрофическая. И, пожалуйста, разберите у меня собак. Каждый по одной. Не вытяну всех. Неужели среди тысяч людей, подписчиков, вот никто, никому не приглянулся из всех просмотренных роликов ни одна собака? Но не верю. Люди, пожалуйста, или собак разберите, или давайте соберем на передержку еще 170 собакам.